Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы обсудить промежуточные результаты одной из целей устойчивого развития – это партнерство в интересах устойчивого развития. Как вам известно, для реализации были выдвинуты следующие задачи. Это усиление мобилизации ресурсов из внутренних источников, оказание помощи развивающимся странам в целях обеспечения долгосрочной приемлемости уровня их задолженности, содействие наращиванию потенциала развивающихся стран в области статистики, опираясь на нынешние инициативы к 2030 году. Также следует отметить, что для поддержки усилий в странах с низким и средним уровнем доходов Организацией Объединенных Наций был создан фонд по реагированию и восстановлению. Данный фонд занимается вопросами укрепления партнерских отношений, реагированием на мировые ситуации, которые оказывают большое влияние на сотрудничество. Слово предоставляется уважаемому представителю Федеративной Республики Германия. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Благодарю за свою возможность принять участие в данном саммите. За свои 47 лет членства многогранная приверженность Германии данной Организации Объединенных Наций постоянно растет. Многие учреждения ООН в настоящее время базируются в Германии, особенно в городе Бонне. Если уж говорить, то участие Германии в миссиях ООН является неотъемлемой частью внешней, а также мирной политики Германии. Помимо своего финансового вклада, Германия также оказывает поддержку миссиям ООН, с помощью которых используются гражданские инструменты и пути содействия механизма стабилизации, также дипломатические и посреднические усилия и постконфликтные поддержки по миростроительству. Также Германия предоставляет солдат, полицейских и квалифицированный гражданский персонал, и также, в свою очередь, ценные возможности и меры по обучению. Германия активно поддерживает реформу Совета Безопасности ООН вместе со своими партнерами по G4 – Бразилией, Индией и Японией. Просим к выступлению уважаемого представителя Республики Казахстан. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Хотелось бы поблагодарить за организацию данного саммита представителя Организации Объединенных Наций. И с первых дней возрождения государственности Казахстан привержен к принципам укрепления международной безопасности и климата доверия, также развития политического и экономического сотрудничества. Присоединение Казахстана к повестке дня ООН до 2030 года является последовательным шагом и итоговым, назревшим необходимости в современных условиях глобализации и роста экономики. Сегодня же Республика Казахстан в высшей степени заинтересована в развитии как и международного сотрудничества во имя решения стоящих перед ней задач в надежном международном порядке. Программа стратегического партнерства предусматривает широкие взаимовыгодные связи и разную направленность инвестиционных потоков. Сегодня же в Казахстане внедрена и эффективно функционирует институциональная архитектура для содействия достижения ЦУР. И таким образом успешная реализация повестки дня в области устойчивого развития невозможно без налаживания на глобальном, региональном и местном уровнях всеохватывающих партнерских отношений, которые построены на принципах и ценностях, общем видении и общих целях, ориентированных на удовлетворение интересов людей и планеты. Предоставляем слово уважаемому представителю Соединенных Штатов Америки. Добрый день, уважаемые коллеги! США сотрудничает с ООН с момента ее создания. И на данный момент США и ООН рассматривают прочное партнерство в выработке многосторонних ответов на насущные вызовы, среди которых реакция на пандемию COVID-19, изменение климата, кризис беженцев и многочисленные военные кризисы, а также нарушение прав человека по всему миру будут рассматриваться. Отношения между ООН и США основаны на взаимном сотрудничестве. ООН помогла США продвигать свои внешнеполитические интересы, стремясь к стабильности и содействию межгосударственному сотрудничеству, необходимому
для создания и поддержания либерального мирового порядка, который возглавляет США. ООН также предоставляет различные другие возможности для сотрудничества через свои многочисленные учреждения. Хотя реализация программы ЦУР еще не закончилась, США уверены, что она сыграет достаточно большую роль в решении глобальных проблем. Слово предоставляется уважаемому представителю Республики Филиппины. Уважаемые представители, приветствую всех. Он является партнером правительства Филиппин на протяжении 7 десятилетий. Также, как мы знаем, государственные институты придерживаются и соблюдают, также выполняют обязательства по международным договорам и согласовывают цели в области развития, которых Филиппины добровольно придерживались на протяжении многих лет. В контексте Филиппин, как страны с средним уровнем дохода, он поддерживает усилия по обеспечению того, чтобы никто не остался в стороне от реализации повестки дня в области устойчивого развития. На период 2030 года мы уверены, что успешная реализация повестки дня в области устойчивого развития невозможно без налаживания на глобальном, региональном и местном уровнях всеохватывающих партнерских отношений, построенных на принципах и ценностях, общем видении и общих целях, ориентированных на удовлетворение интересов людей и планеты. Уважаемый представитель Французской Республики, вам слово. Уважаемые коллеги, добрый день. Как вы знаете, Франция является одним из членов ООН с момента ее основания, и она занимает постоянное место в Совете Безопасности, тем самым играет ведущую роль по многочисленным вопросам. В период с 2017 по 2019 год, следуя инициативе группы экспертов по правовым вопросам из 40 стран и из стран Юга и Севера и из всех правовых традиций, Франция представила в ООН проект глобального пакта об окружающей среде с целью укрепления основных принципов международного экологического права. Официальная помощь в целях развития, то есть ОПР, является важной основной внешней политики Франции. И президент республики сделал ОПР одним из приоритетов своего срока полномочия. Кроме того, между ООН и Францией недавно состоялся 6-й стратегический диалог на высшем уровне. И в целом встреча была посвящена обзору основных вопросов текущего и потенциального сотрудничества между ФАО и французскими научно-исследовательскими учреждениями. Франция уверена, что в настоящее время более чем когда-либо необходимо тесное международное сотрудничество для обеспечения того, чтобы страны могли располагать средствами для восстановления после пандемии. То есть более эффективного восстановления и достижения целей в области устойчивого развития. Уважаемый представитель государства Япония, вам слово. Добрый день, уважаемые гости и коллеги. С момента своего выступления в АТО Япония активно содействовала миру и процветанию во всем мире через ООН. Будучи непостоянным членом Совета Безопасности ООН и пользуясь возможностью 60-й годовщины вступления Японии в ООН, Япония прилагает большие усилия для достижения дипломатических целей, которые не могут быть достигнуты одной страной в одиночку, путем дальнейшего укрепления сотрудничества, партнерства через ООН, включая реагирование на глобальные проблемы. Япония положила большие усилия для принятия 2 резолюций Совета Безопасности ООН в ответ на ядерные испытания в январе и в сентябре и неоднократные пуски баллистических ракет, проведенные в Северной Корее. Япония также придает большое значение укреплению своих инициатив в качестве члена группы 4 и также сотрудничает в продвижении реформы Совета Безопасности ООН. Япония
участвует во многих международных инициативах партнерства с другими членами Организации Объединенных Наций в качестве основного принципа своей внешней политики. И чтобы обеспечить необходимые результаты относительно всех ЦУР, в рамках ООН в каждой стране должны проводиться регулярные обзоры прогресса по повестке 2030. Успешная реализация повестки дня в области устойчивого развития невозможна без налаживания на глобальном, региональном и местном уровнях всеохватывающих партнерских отношений, которые построены на принципах и ценностях, общем видении и общих целях, которые ориентированы на удовлетворение интересов людей и планеты. Мы благодарны за плодотворное участие в саммите реализации 17-й цели устойчивого развития и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.